Состояние водоснабжения в Ингушетии обсудили сегодня в правительстве региона, где люди продолжают испытывать трудности. Вдвойне ложится на нас ответственность содержать, охранять и это место. Историю убивает равнодушие. Расскажем о халатном отношении к древним захоронениям в селении Мужичи. Это был пока вводный курс, мы узнали, как вести себя перед публикой, как не пугаться и быть немножко увереннее в себе. Учимся говорить красиво и снимать зажим перед аудиторией. Подведены итоги ораторского курса. Нам раньше было неудобно кататься на велосипедах, играть. Сейчас нам положили асфальт. Как реализуется федеральная программа развития комфортной городской среды? На очереди улицы Малгобека. Мои дети намного реже болеют. Как мне объясняет наш врач, да, это связано именно из-за того, что все они привиты. Это не тот случай, когда легче переболеть, чем защититься. Вакцинация от полиомиелита для тех, кто еще под сомнением. Здравствуйте, это новости 24. Состояние водоснабжения в регионе и проводимую работу по улучшению его качества обсудили в правительстве на совещании у Владимира Сластенина. Общий объем добываемой воды по республике более 83 тысяч кубометров в сутки. Питьевой воды для населения, между тем, необходимо 104 тысячи кубометров в сутки. Из-за большого износа разводящих сетей водоснабжения потери воды при транспортировке составляет до 20%. Остается недостаточным объем работ по замене ветхих разводящих сетей на территориях муниципальных образований. По данным мониторинга, в среднем 66,5% сетей нуждаются в замене. Несмотря на то, что ситуация с подачей воды немного стабилизировалась благодаря закупке и установке 13 глубинных погружных насосов за счет средств Национального фонда развития Ингушетии, проблемы с подачей воды остаются. Самые проблемные районы на сегодняшний день – это Малгобекский, часть Назрановского района, в частности Плиева и Гамурзиева. Об этом подробно Диана Дударова. Плитку во дворе чистят не проточной водой. В дело пошло содержимое бассейна, который накануне наполнил дождь. Именно благодаря погоде последние несколько дней жители селения Газиюрт спокойно моют посуду под краном в раковине. Семья Газгиреевых уже более 20 лет испытывает проблемы с жизненно важным ресурсом. Особенно остро его нехватка ощущается летом. Приходится воду покупать и наполнять колодец. بالخل بيجمع بيكانكش دق همشينس أعتقد إيش بيحكي تمشينس لقوي مشينس يالو كنيستر أشوت بخي بالخ بيحكي شو بيحكي شلتي أسخي ده صار تكون ملي لامز يتي أداهم أسهم ياخد دا أعتقد جي متشاد جي داخن خيمل دو يوتشما تهم دس توي إيش دكتور. Эта проблема коснулась не только улицы Яндиева. Слабо поступает вода и на улице Асканова, Свободы, Горная, Базоркина и Береговая. Все потому, что они находятся в верхней части села. Давления не хватает. Но дело еще и в водопроводных сетях. Они изношены. Большого напора не выдержат. Так местным властям пришлось недавно устранить несколько крупных порывов труб. Водой Газиюрт обеспечивает накопительная бочка, находящаяся в сельском поселении Барсуки. Вода слабо поступает. То, что там закачали, вот они нам дают. Это мало, нам не хватает. Местные жители и представители муниципалитета все как один мечтают о строительстве собственной скважины на территории села. Ведь численность населения с 5 тысяч возросла до 10 тысяч человек. Сейчас с такой просьбой они готовят письма в адрес правительства региона. Только с его строительством и заменой ветхих водопроводных сетей решится проблема с водой в Газиюрте. Когда мы подаем даже 16 атмосферное давление в трубы автоматически не выдерживают уже, лопаются. Сейчас я ехал со стороны Барсуки, уже видел там огромный порыв. Это утечка воды. Если в каком-то месте будет уже утечка воды, уже, соответственно, по улице Инди уже вода не поднимется, потому что уже не хватит ни сил, ни давления не хватит, чтобы поднялась вода в эту сторону.
Последние 3 дня тонкой струйкой вода пошла и в Плиево. Это поселение вот уже сколько лет занимает первое место в самом жарком рейтинге. Правда, как заявляют представители водоканала, на это повлияла не погода, а проведенные работы на Альтиевском водозаборе. Тем не менее, этот напор не позволяет пользоваться водой в полной мере. Многие уже не помнят, когда последний раз держали огород. Чтобы постирать, стиралка, вот это Берлучи, да, более халот пандадал медизи, вода не бывает такой, что напор от берлучи и штихихалцкич. Ну бывает, цевал капель шихулцкадор, дуагачхана. А вот целый лето воды не было, вообще не было ни днем, ни ночью, ни одной капли. Вода сюда поступает из Альтиевского водозабора и с новой водонасосной станции, запущенной в прошлом году в Магасе. Правда, с наступлением лета и этих запасов не хватает. Также в этом году для бесперебойной подачи были приобретены новые погружные насосы. Пока их устанавливали и осваивали, появились другие препятствия. Мощность нового оборудования не выдерживают ветхие сети. Местная администрация жалуется, с начала лета приходится регулярно устранять по 9-10 порывов в день. Магасовский у нас более-менее лучше ситуация в том плане, что там новое оборудование. Вот. В Альтиево у нас, видимо, все старое оборудование, поэтому у нас проблемы. Изношенность водопроводных сетей – это у нас большая проблема. Можно сказать, что 50-60% сетей нужно подлежать замене. Вот. Я обращался и в правительство, и в администрацию, писал везде, и устно обращался. Вот. Что вам говорят? Ну, обещают. В общем, все эти проблемы мало волнуют местных жителей, а это более 20 тысяч человек. Они просто хотят свободно пользоваться элементарными человеческими благами. Пока их успокаивает хотя бы то, что регулярно подвозят воду. А чтобы решить проблему в корне, по словам представителей водоканала, необходимо полностью заменить водоснабжающие сети села. Опять-таки, в основном вопросы проблемы. Правда, не все упирается в отсутствие воды или ветхие водопроводные сети. Очень часто ее не хватает из-за отсутствия экономии. Многие жители этих поселений беспощадно растрачивают жизненно важный ресурс, не задумываясь, что в это же время оставляют соседей с других улиц без воды даже для питья. Местные власти, старейшины и богословы не перестают призывать прекратить бесполезное расходование и напоминают, что ее рациональное использование позволит хоть как-то облегчить ситуацию летом. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. Все уже проверено до нас. Факты незаконной добычи и обработки древесины выявлялись сегодня в селении Мужичи. Там прошел рейд с участием представителей Министерства природных ресурсов и местной администрации. Только вот проверка пошла не по плану. Удалось ли выявить на пилорамах нарушения? Об этом расскажет Зелимхан Калоев. Нет, это не свадебный кортеж, а экипаж ревизоров. Этот рейд не задался еще в самом начале. Томительное ожидание участкового, затянувшееся на час, а дальше обход. Пилорамы закрыты. Связь в селе чудесным образом пропала, а на месте никого. Меньше всех сегодня повезло мужчине, который на машине выгружал опилку и прочие отходы рядом с водоохранной зоной. На него позже правоохранители составили протокол. Тем временем межведомственная группа, в которую вошли сотрудники Минприроды Ингушетии, налоговой инспекции, правоохранительных органов, энергетики, а также представители местной администрации, направились на вторую точку, которая также оказалась закрыта. Ни с участкового, ни без участкового. Получается, мы сейчас на территории попасть не можем. Ну, здесь, говорят, хозяин больницы где-то. В другом месте он по каким-то своим делам поехал. Возмущений очень много. Ну, я понимаю, если хозяин возмущается, значит, есть там проблема. Правда, рядом с одной из пилорам обнаружили 10 хлыстов ясеня. Гадать долго, откуда они, не пришлось. Понятно, что это добро планировали обработать. Да вот древесина, по всей видимости, залежалась. Попасть не получилось и на вторую, и на третью пилораму. К слову, всего их в сельском поселении около 10, 6 из которых функционируют. Теневым бизнесменам лучше не прятаться, говорят сотрудники Минприроды Ингушетии. У нас нет какого-то принципа закрыть. Нам надо, чтобы люди просто узаконили свою деятельность и работали. Но все в рамках закона должно быть. В первую очередь нужен договор с Россетями. Потом, если они работают и какую-то извлекают прибыль, они в любом случае должны стать на учет, открыть или ИП, или ООО. То есть должна быть работающая фирма, чтобы они оплачивали налоги. И потом уже обращаться в тот же Минприроду по поводу договора купли-продажи.
Единственная пилорама, куда все же удалось беспрепятственно попасть, это та, которая, по всей видимости, давно не работает. Рейд на этот раз получил слишком большую огласку. Ну, плохо, что вот информация так у нас распространилась преждевременно. И не смогли мы добраться до действующих пилорам. Масштабные рейды в регионе инициированы по поручению главы Ингушетии. Мужичи – это только одно из сел, куда наведывается специальная рабочая группа. Совсем недавно завершена проверка в Галашке на наличие нелегальных лесопилорам, осуществляющих деятельность без соответствующих документов. В результате проверки обнаружены 10 нарушителей. Из них у 7 пользователей лесопилорам отсутствовал договор на пользование электроэнергией. В отношении нарушителей составлены административные материалы, которые очень скоро могут превратиться в уголовные. Зелимхан Калоев, Марибек Миржоев. Новости 24. 5159 новых случаев заболевания за сутки по России. Таковы данные Оперштаба. Всего по официальным данным в стране число больных составляет 861 423. Выздоровели 661 471. В Ингушетии зафиксировано еще 11 новых случаев за сутки. Всего по данным Оперштаба в регионе зарегистрированных случаев 3755. Победили болезнь 3017. В тяжелом состоянии сейчас находится 21 человек. 2 из них на ИВЛ. Проблема с ущербом для экологии доставляет неудобства для жителей одной из улиц Назрани. Они уже устали мириться с неприятным запахом, который разносится по округе. Причину этого в ходе проверки выяснили специалисты Минприроды и Росприроднадзора. Кто нарушил экологическое законодательство, узнаем у Идриса Ижиева. Неприятный запах, просто непереносимый в жаркую погоду. На жалобы жителей улицы Газдиева в Назрани отреагировали представители Министерства природы и экологии. Они провели рейд. Долго искать причину антисанитарии не пришлось. Протекающую канализацию в ливневке видно невооруженным глазом. А вот в чем причина, надо копнуть глубже. Насосные сооружения спрятали глубоко под каменными плитами. Пришлось подключить тяжелую технику. Сбой в работе канализации произошел из-за несанкционированного сброса сточных вод. Для владельца данного участка это не первое предупреждение. Однако сейчас все намного серьезнее. Ведь такая самодеятельность не только осложняет жизнь людям, но и становится причиной затопления проезжей части. Факт имеет место о том, что вот эти незаконные канализационные врезки идут в ливневку. Будут приняты соответствующие меры в отношении как физических лиц, так и юридических лиц. Данные нарушения будут устранены в ближайшее время. Местные жители признаются, что долгое время сами решали проблему, однако с каждым годом становилось только хуже. Жалобы в соответствующие органы направляли и не раз. 100 раз обращали. Эту канализационные лотки мы сами чистим. Выходим и сами чистим. Старухи чистят, я чищу. Озеленили сами. Долтхан Тачиева, наверное, самая возрастная жительница улицы. Она очень обрадовалась, что решением многолетней проблемы занялись здесь и сейчас. Ведь запах, как она признается, просто невыносимый. Рейдовое мероприятие проводится по инициативе Минприроды Республики совместно с Управлением Росприроднадзора и Назрановской администрации. Совместный подход помогает определить нарушения и составить план действия для быстрого решения. Я уверяю вас, если каждый месяц будет административный штраф налагаться на физическое лицо, на юридическое лицо, трубы будут убраны. Это первоочередная. Сегодня представители Минприроды, инспектора, я так думаю, везде это заактируют, эти все нарушения. А в дальнейшем для нас главное не выявлять, а пресекать. А то пресекать, я думаю, администрация города Назрань примет меры. А мы со своей стороны будем над этим надзирать. Отключение незаконных установок насосного оборудования с последующим изъятием и штрафом. Такие санкции будут применяться ко всем нарушителям. В Ингушетии есть еще ряд участков, которые нужно проверить. Поэтому рейдовые мероприятия продолжатся. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. В селении Мужичи находится древнее ингушское захоронение. К несчастью, кладбище давно заброшено, а склепы опустошены чернокопателями. Почему историческое место довели до такого состояния и какие меры будут предпринимать ответственные лица, узнал наш корреспондент.
Это древнее захоронение в селении Мужичи. Исторический памятник, по предварительным данным, датируется XIV веком нашей эры. Известно, что захоронение проводилось в довольно сложных погребальных сооружениях, каменных склепах. Это когда выкапываются глубокие входные ямы, и в одной из стенок делаются так называемые камеры, где непосредственно и происходит обряд погребения. Кстати, эта яма глубиной в несколько метров. Огорчает то, что кладбище почти полностью разрушено, и все из-за так называемых чернокопателей. В 2017 году здесь побывали, сложно их назвать людьми, те, кого принято называть чернокопателями. Они вскрыли вот все эти могилы. А впоследствии люди, мне кажется, что от незнания образовали здесь вот стихийную свалку. То есть в эти вскрытые могилы, они подумали, что это ямы. Я не знаю, чем они мотивировали свои поступки. Но так или иначе, в эти вскрытые могилы они понабросали мусор. Ахмед Мужихоев заинтересовался этим древним захоронением совсем недавно. Поехав с родственниками на место, увидел, что вся местность была буквально превращена в свалку. Недолго думая, он вместе с добровольцами занялся очисткой, ведь такая ситуация просто недопустима, считает Ахмед. Мы с ребятами сюда приехали и своими скромными силами вычистили вот эти могилы. На этом кладбище, которое проходило, она проходила несколько этапов. То есть мы не приехали за раз и не вычистили все. Тут очень много мусора было. Это длилось несколько этапов. Последний этап, тут, когда мы закончили вот тут убирать этот мусор, это где-то неделю назад было. Можно допустить, что антисанитарию здесь развели по незнанию. Жители якобы и не подозревали, что мусорят в зоне исторического захоронения. По виду это обычные холмы, переходящие в лесополосу. Однако оправданием это служить не должно. Ведь сбрасывать мусор вне специальных полигонов также строго запрещено. Чтобы этого впредь не повторилось, Ахмед считает, что на въезде нужно повесить специальную табличку с информацией для населения. Археологическую ценность ты их обозначаешь, это сразу притягивает к этому месту чернокопателей. Но дело в том, что уже сейчас, так как эти могилы уже вскрыты, здесь чернокопатели побывали, и все, что можно было унести ценного, если они, конечно, нашли, они унесли. То сейчас установка этих указателей, обозначения этой территории более чем целесообразна. Местная администрация также приняла ряд мер для предотвращения расхитительства гробниц и очистки захоронения. Идея с информационной табличкой, считают, поможет сохранить историческое кладбище от засорения и уничтожения. Это место и для нас уже как бы вдвойне ложится на нас ответственность содержать, охранять и это место. Посильными, как бы всевозможными доступными методами мы будем, конечно, охранять это место и поддерживать тут состояние такое. Местные жители уверяют, что расхищают и засоряют достопримечательность кто-то из приезжих. Ведь кто живет вблизи этой территории, прекрасно знает о древнем кладбище. И даже не раз производили перезахоронение останков. Руслан Баркинхоев считает такое отношение к истории нашего народа недопустимо как по законам ислама, так и по моральным. Берет якылгиш дöne мелден босах. Я дерик дöne мелд аюаржи латыш. Кез гадали, кейшнатса этте галит якулие. Аллах иден салболдан что жагмысыл. Гор утыш халлахи качыл дуках. Халгулио шак беркейна. В ближайшее время будет решен вопрос о занесении этой местности в кадастровый реестр с последующим присвоением ей статуса памятника древности. Местная администрация и волонтеры призывают жителей нашей республики проявить сознательность, чтобы такие случаи не повторились. Ведь здесь захоронены наши общие предки. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Итоги курсов ораторского мастерства провели сегодня в учебном центре «Другой взгляд». Для собравшихся был организован мастер-класс, где им рассказали и показали, как развить навыки публичных выступлений, как управлять собственными страхами и избавляться от внутренних зажимов. Решила прийти, потому что мне стало интересно, я хочу проявить себя перед публикой, стать более уверенной. Это был пока вводный курс, мы узнали, как вести себя перед публикой, как не пугаться и быть немножко увереннее в себе. Я думаю, что этот мастер-класс будет полезен для меня и для всех присутствующих здесь ребят.
Напомню, что курсы ораторского мастерства Дарси – это проект Луизы Дарсиговой, который нашел поддержку на молодежном форуме «Машук-2019». Образовательная программа нацелена на ребят от 12 до 18 лет и специально адаптирована под юных ораторов. Как говорят организаторы, всего за 1 месяц, именно столько длится курс, их подопечные смогут развить коммуникативные навыки, приобрести уверенность и завести новые знакомства. Что входит в курсы? Это в первую очередь психологическая составляющая, это зажимы, это работа с дикцией, с артикуляцией, это страхи выступления перед публикой. Не обязательно это должны быть какие-то концерты. Элементарно ребенок выступает, ребенок сдает какое-то домашнее задание перед классом. Вроде бы ребенок все выучил, вроде бы он все знает, но он боится. И когда он выходит к доске, он забывает практически все. И вот с этими зажимами и с этими проблемами мы в целом работаем на курсе с ребенком. Что дает городам России программа развития комфортной среды? Ее ждут качественные изменения, которые заставят выйти граждан из своего дома, квартир и больше времени проводить на свежем воздухе. Больше внимания уделять спорту и досугу. О том, как этот проект реализуется в Малгобеке, расскажет наш корреспондент Хава Гагиева. Играть, резвиться, не отказывать себе в летнем времяпрепровождении на свежем воздухе. Вот план Алихана Бокова на текущие каникулы. За время самоизоляции мальчик устал от домашних посиделок. Теперь намерен наверстать упущенное. Нам раньше было неудобно кататься на велосипедах, играть. Сейчас нам положили асфальт, и нам удобнее кататься на велосипедах. Вечером выходим, мы играем друзьями, догонялки, прятки и другие игры. Ради благоустройства жители улицы спокойно, а дорожные работники трудились, не покладая рук. Асфальт укладывали с учетом погодных условий и технических нюансов. Об этом говорит и толщина покрытия. Дорога прослужит десятки лет, уверяют подрядчики. Мы сейчас находимся на улице Спокойной. В данное время проделано, можно сказать, 80-90% работы, проложена полностью асфальтирована улица, тротуар, посажены столбы, поставлены для освещения. Осталось только сделать освещение, и там дальше сделали мост, на мосту остались перила еще докончить. Хотя мы идем в данное время с опреждением. Не меньше детей радуются и взрослые. Огромные ямы, лужи, отсутствие тротуаров. Не то чтобы комфорта, речи не было даже о безопасности пешеходов. По словам местных жителей, в холодное время года здесь и на машине проехать было невозможно. Однако уже сейчас можно не переживать. Грязь и слякоть останутся позади. Сейчас и асфальт положили нам, и обустройство, освещение, опоры поставили новые. Все чисто, аккуратно. Большое спасибо руководству республики, подрядчику. Протяженностью 300 метров улицы. На этой одной улице только 2 прожектора горели. В начале и в конце. И вон посередине, может, еще и 3-й был. А так все хорошо, все чисто, аккуратно. Это не единственная улица, которая попала под реанимирование. Путем голосования на сайте администрации было выбрано 6 территорий, которые попадут под реконструкцию. Некоторые из них на стадии завершения. Остались мелочи: покрасить разметку с пешеходным переходом и проложить тротуар с барьерным ограждением. Мы сейчас находимся на одной из них. Это улица Базоркина от Асканова до Этуша. Вот она практически завершена. И кроме нее еще 5 территорий общественных. Это вот в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. Вот в этом году 6, на следующий год тоже планируется. Несколько единиц техники и рабочая бригада. Если на одной улице закончили ремонт, на другой только начинают. Но главное не спешить, то есть выполнить свою работу качественно. В технологии укладки асфальта важно соблюдать очередность этапов. Демонтаж старого покрытия, подготовительные работы – это удаление грязи и мусора и само асфальтирование. Начали именно на этой улице неделю назад, на стадии 50-60% выполнили работу. На данный момент тут устанавливаются бордюры, мы подготавливаем под асфальтирование этой улицы. Это улица Горданова. Улучшение экологии, внешнего облика, да и санитарного состояния городов. Проект «Комфортная городская среда» реализуется с 2016 года. За это время ни одна улица преобразилась в различных районах Ингушетии.
Улица – это самое важное общественное место города. Здесь живут люди, ходят дети, передвигаются машины. От их обустройства полностью зависит стиль и удобство жизни. Ну а в мэрии обещают, солнышко будет светить и на вашей улице. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. В регионе продолжается прививочная кампания против полиомиелита. Врачи предупреждают, что отказ от вакцинации подвергает риску здоровья детей. Но не все это осознают. Медики развеяли некоторые популярные мифы. Продолжение темы в сюжете Даны Плиевой. В последнее время у многих родителей возникает вопрос, прививать своего ребенка или нет, и насколько безопасна вакцина для его здоровья. Те же сомнения посетили и Малику Алмазову. 3 ее детей уже привиты, но вдруг какие-то побочные эффекты или болезнь коснется 4-го 9-месячной дочки. Поразмыслив, решила для начала проконсультироваться с врачом, а не доверять слухам в интернет-пространстве. У меня все старшие дети, они все посещают садик, да, и по крайней мере из всех детей, что с ними находятся в группах, мои дети намного реже болеют. И как мне объясняет наш врач, да, это связано именно из-за того, что все они привиты, что они более устойчивы к болезням. Безусловно, здоровье ребенка для любого родителя на первом месте. Но как можно защитить его от такого опасного заболевания, как полиомиелит, который главным образом поражает детей до 5 лет? Неспроста врачи настаивают на вакцинации именно от этой болезни. По полиомиелиту сейчас мы прививаем детей, потому что 2 года назад у нас была вспышка, и все это помнят. И вспышка была довольно массовой. И у нас в республике есть 2 детей с ОВП. ОВП – это острый вялый паралич. То есть эти дети остались, в принципе, калеками на всю жизнь. Лекарства от полиомиелита пока не существует, а предотвратить его и другие заболевания, такие как дифтерию, коклюш и столбняк, возможно лишь с помощью своевременной иммунизации организма. Вакцинировать детей врачи советуют в соответствии с графиком прививок. Первые прививки новорожденному делают еще в больнице от гепатита и против туберкулеза, далее строго по календарю. Пентаксин нужно делать с 3 месяцев. 3 месяца, 4,5, потом 6 месяцев. И через год мы делаем ревакцинацию, пентаксин. Главная причина отказов от прививок – риск заразиться. Да, вакцинация не дает стопроцентную гарантию, что привитый ребенок не заболеет. Но даже если это случится, он перенесет болезнь легче, благодаря выработанному иммунитету, уверена Рафида Цароева. Но за 12 лет работы врачом таких случаев ей видеть не приходилось. Даже не просто каких-то последствий заболеваний, даже просто аллергических реакций нет на эту прививку. Это очень такая безобидная прививка. Первый раз делают инактивированную. То есть это не живая вакцина. И 2-й раз делают инактивированную тоже. И только в 3-й раз делаем живой вакциной, прививаем. Это уже более такой безобидный метод. Корь, краснуха, полиомиелит, коклюш, дифтерия. Существует 9 основных часто встречаемых инфекций, от которых просто необходимо прививаться. Но вопреки опасениям некоторых мам, сама процедура безопасна. К тому же в амбулатории поддерживается необходимая температура 8 градусов для хранения вакцин. А плохое самочувствие ребенка после прививки явление хоть и редкое, но это абсолютно нормальная реакция на организм. Именно после вакцинации от полиомиелита мы на 2-й, 3-й, 4-й день проверяем состояние наших детей после вакцинации. Именно после этой прививки мы не наблюдаем никаких побочных явлений. Обычно врачи назначают противогистаминные препараты за 3 дня до прививок и после процедуры прописывают определенные лекарства. По 5 капель. Хорошо? Так, Медики утверждают, отказываясь от прививок, родители наносят вред здоровью не только своего ребенка и своей семьи, но и окружающим людям. Если вы хотите здорового ребенка, дайте им это здоровье. Если у вас дети здоровы, то надо сохранять это здоровье. А сохранять это здоровье в ваших силах. Сделать необходимые прививки от различных инфекций можно в любом медучреждении. Прививать ребенка или нет – личное дело каждого родителя. Однако не стоит забывать, что своим решением они подвергают опасности не только своих детей, но и тех, кто с ними контактирует. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.